Улица Шейха Али Митаева считается одной из самых первых улиц с момента основания Грозного. Именно здесь, на перекрестке, раньше располагались так называемые Красные ворота, через которые в крепость Грозную встречали и провожали почетных гостей. Эту улицу сегодня можно отнести к числу самых красивых в столице. Живописный уголок, располагающийся в центральной части города, имеет свой особый дух, архитектурную оформленность и, конечно же, историческое прошлое. Ведь свое новое название в честь выдающегося чеченского религиозного просветителя шейха Али Митаева она получила лишь в конце 2010 года. Напомним, что именно с этой улицы в 1820 году начал строиться Грозный. Тогда она была названа Александровской в честь императора Александра II, и лишь в 1920 году получила название Первомайская. Улица Первомайская была не только самая первая, но и самая знаменитая улица города Грозного, потому что по этой улице проходили все более-менее такие празднества, торжества, или, как сейчас модно говорить, мероприятия. Например, эта улица знаменита тем, что именно на этой улице, чуть дальше стоял, ближе туда, к центру, стоял так знаменитый сад купца Червинского. Концертный сад Червинского, о котором идет речь, располагался здесь, у самого начала улицы. Позднее он был переименован в сад Первомай и считался лучшей концертной площадкой города. В начале 20 века все, кто из России приезжали, артисты знаменитые, немого кино, эстрады, все они участвовали, именно давали концерты на этой эстрадной площадке. И нам эта эстрадная площадка была бы дорога тем, что именно на ее сцене в 1912 году первый чеченский режиссер, один из братьев знаменитых Шериповых, старший брат Асламбека Шерипова, Назарбек Шерипов, бывший офицер царской армии, он ушел в отставку и написал первую чеченскую пьесу, и сам поставил эту первую чеченскую пьесу на сцене именно этого сада Первомая или сада Червинского. Не меньше привлекает внимание своим величественным видом и этот знаменитый черещатый дуб, посаженный в 1910 году. Он был привезен тогда из Ирана. И еще одно надо здесь сказать. Вот здесь недалеко стоял дом, который, правда, очень уже перестроен, архитектурный перестроен. Дом, где размещался штаб Правого особого фронта в 100-дневных боях в 1918 году. Нам почему важно это знать? Потому что по улице Первомайской проходила самая сложная линия обороны. И на этой улице Первомайской решалась судьба города в боях с белоказаками. И именно на этой улице был разбит красноармейцами города Грозного с помощью Красной армии, Чеченской Красной армии Асламбека Шерипова, мы можем этим гордиться, что именно с его помощью был разгромлен знаменитый Волжский пластунский полк. Особое внимание при реконструкции улицы уделено озеленению. Здесь посажено около 700 деревьев. Светильники стиля середины 20 века в переплетении с новыми элементами декора 21-го создают новый дух времени. Они установлены практически во всех аллеях. Ну а самым изысканным и закрывающим элементом сегодняшнего рассказа об улице Шейха Али Митаева, пожалуй, можно назвать построенные на перекрестках полукруглые колоннады, отделанные мрамором.